Слово предоставляется представителю администрации президента и Кабинета министров Ишакеевой Гульзаде Назаркуловне. Уважаемый суд, уважаемые участники заседания, я хочу еще раз отметить, что мы тоже поддерживаем мнение, что постановление Пленума Верховного Суда не является нормативно-правовым актом и подзаконным актом тоже. В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда указано, что решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде. 6 мая 2005 года тогда правительством Кыргызской Республики за номером 177 в целях установления единого порядка предоставления земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Земельного кодекса было утверждено положение о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, который регламентирует порядок выделения земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на безвозмездной основе при наличии свободных земель. Последняя редакция постановления Кабинета министров от 31 мая 2022 года за номером 291. Согласно пункту 20 названного положения, решение уполномоченного органа о выделении земельного участка может быть обжаловано в порядке, определяемом законодательством об административной деятельности и административных процедурах. Согласно данного положения, комиссия в установленном порядке изучает поступившие ходатайства граждан о предоставлении земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов и сопутствующие документы и принимает решение о выделении земельного участка либо об отказе в предоставлении земельного участка. Это пункт 14. Пункт 17 данного положения гласит, что решение комиссии оформляется соответствующим протоколом, который является основанием для подготовки решения уполномоченного органа о выделении земельного участка и оформления госакта о праве частной собственности на земельный участок. В соответствии с типовым положением о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, утвержденного постановлением правительства 23 сентября 2011 года номер 571, последняя редакция постановления правительства от 22 апреля 2021 года номер 164, пункт 71 определяет, что решения уполномоченных органов, касающихся предоставления земельных участков, могут быть обжалованы в порядке, определяемом законодательством об административной деятельности и административных процедурах. Согласно пункту 2 данного типового положения, уполномоченный орган – это подразделение исполнительного органа местного самоуправления, наделенное полномочиями по управлению и распоряжению муниципальной собственностью. Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда также предусмотрено, что в случаях, если по результатам решения комиссии по предоставлению земельного участка не принималось решение уполномоченного органа, указанного в Земельном кодексе, и с победителем торгов либо покупателем земельного участка путем прямой продажи заключены договоры купли-продажи либо аренды земельного участка, то оспариванию в судебном порядке подлежат сделки, заключенные по результатам торгов либо прямой продажи. В этой связи полагаем, даже при наличии оспариваемых слов из разъяснения другими положениями пункта 14 постановления Пленума исчерпывающе предусмотрено разъяснение о необходимости оспаривания в суде решения уполномоченных органов в установленном порядке. Часть 3 статьи 97 Конституции предусматривает, что каждый вправе оспорить конституционность закона и иных нормативных правовых актов, если считает, что ими нарушаются права и свободы, признаваемые Конституцией. Отмечаем, что ходатайствующая сторона путем обращения в Конституционный суд реализовала это право полностью. При этом следует отметить, что часть 6 этой же статьи 97 Конституции предусматривает, что судебные решения, основанные на нормах законов, признанных неконституционными, пересматриваются судом
в каждом конкретном случае, если по жалобам граждан, чьи права и свободы были затронуты. Таким образом, в Конституции заложен механизм пересмотра судебных актов в случае применения норм закона, в последующем признанных неконституционными, тем самым определив, что такие судебные акты подлежат пересмотру. Учитывая изложенное, я бы хотела подытожить, что в постановлении Пленума Верховного Суда лишь констатировались нормы действующего законодательства Кыргызской Республики. Учитывая изложенное, считаем, что приводимые доводы заявителей по положениям пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда от 31 мая 2018 года номер 13, выраженные словами «решение комиссии по предоставлению прав на земельный участок не может быть предметом оспаривания в суде», соответствуют и не противоречат вышеуказанным нормам Конституции Кыргызской Республики. Мгм.